Самый выгодный кредит только у нас. Переводи деньги без комиссии, быстрее всех. Открой вклады по 20 годовых и разбогатей за месяц. Знакомо, не правда ли? Каждый день мы сталкиваемся с сотнями предложений от банков, микрофинансовых организаций, обменных пунктов и даже просто доброжелателей в социальных сетях. Как среди этого моря информации выбрать то, что действительно поможет, а не навредит? Когда мы ходим по рядам на базаре или в магазине, где выставлены, например, разные виды моркови, мы сопоставляем виды моркови с целью, для которой хотим ее приобрести на салат или на плов. Также мы смотрим на качество каждого из предлагаемых сортов моркови, осматриваем и оцениваем свежесть и, конечно, сравниваем цены. Однако, почему-то, когда дело касается приобретения финансовых услуг, многие люди не сравнивают все характеристики, чтобы выбрать самый подходящий, самый выгодный для себя вариант. Один из признаков финансовой грамотности – это когда человек перед выбором финансовой услуги сравнивает разные варианты и думает, что из этого лучше подходит для его целей, а не берет первое, что подвернулось. Когда я консультирую по личным финансам и спрашиваю о том, почему клиенты выбрали именно ту или иную финансовую услугу, меня всегда удивляют ответы. Потому что в том банке работает сосед или родственник, или потому что все так делают и так далее. А когда я задаю этот же вопрос трудовым мигрантам, причиной выбора того или иного способа перевода нередко бывает в первую очередь физическая близость банка к месту проживания или работы мигранта. В эти моменты я вспоминаю разговор со своим двоюродным братом, который был несколько лет назад в трудовой миграции. Он сказал, что не сравнивает размеры комиссии за разные способы отправки денег, чтобы сэкономить. Моя главная задача – поменьше быть на улице, чтобы не натолкнуться на неприятности с местной полицией или хулиганами. Я каждый день живу по схеме «работа-ночлег», вторая работа-ночлег, и экономия времени и вопросы безопасности для меня важнее экономии на комиссии. Тогда я стала его убеждать открыть счет в банке, говоря, что это возможно даже для неграждан страны пребывания, и что это сэкономит ему деньги. Но он сказал, что помимо вышеописанных причин боится проблем из-за плохого знания языка. Тогда я подумала, что нельзя забывать, что у людей могут быть проблемы, о которых многие даже не задумываются. Открыть счет в банке, получить кредит, оформить страховку, сделать безопасный перевод на родину. Для многих мигрантов это настоящая проблема из-за отсутствия нужных документов или незнания правил. Досмотрите это видео до конца, и вы точно сможете разобраться в этих вопросах. Как сравнивать и выбирать то, что выгодно именно вам? Какие финансовые продукты и сервисы доступны мигрантам? Что такое исламские финансы? Где есть финансовые институты, оказывающие такие услуги внутри Кыргызстана и в странах, где работают наши трудовые мигранты? И почему неофициальным или неформальным финансовым услугам не всегда можно доверять? Здравствуйте, меня зовут Буяджар Абдыкадырова, я эксперт по финансовой грамотности с 30-летним опытом работы. Это 5-е видео нашей специальной серии выпусков для трудовых мигрантов из Кыргызстана. В предыдущих выпусках мы уже обсудили, как подготовиться к трудовой миграции с точки зрения личных финансов, разобрали финансовое планирование и семейный бюджет, а также узнали, как защитить заработанное от мошенников и где искать достоверную финансовую информацию. Сегодня мы пойдем дальше и разберемся в не менее важной теме. Как правильно выбирать финансовые услуги, чтобы они работали на вас, а не против вас. Дорогие зрители, у меня важное сообщение для вас. Данное видео посвящено теме, как правильно выбирать финансовые услуги и не проиграть, в котором мы вместе разберем множество практических вопросов. Но, к сожалению, не все можно охватить в одном выпуске. Для всех тех, кто хочет знать больше и пообщаться со мной вживую, регистрируйтесь на бесплатный вебинар. Там вы получите больше лайфхаков, больше знаний, больше живого общения. Как зарегистрироваться и попасть на вебинар бесплатно, читайте в описании под этим видео. До встречи на вебинаре. А теперь возвращаемся к выпуску. Прежде чем мы перейдем к части обсуждения условий, надо сначала определиться, а кто же предоставляет нам
финансовые услуги. Я предлагаю коротко пробежаться по теоретической части. Итак, приступаем. Финансовые услуги – это общее название следующих услуг, связанных с деньгами: кредиты, банковские вклады, денежные переводы, обмен валюты, лизинг, страхование, инвестиции. Эти услуги могут быть предоставлены как поставщиками финансовых услуг, у которых есть на это разрешение от государственных органов, так и обычными людьми. Банки, предоставляющие услуги по денежным переводам, страховые компании, где мы можем купить страховку, микрофинансовые организации, где мы можем получить кредит, называют поставщиками финансовых услуг. Что их объединяет? Они оказывают услуги на основе разрешения от государства и под надзором государства. Их называют формальные поставщики услуг. А неформальные – это, например, отправить деньги на родину не через систему денежных переводов в банке, а через знакомого. Или можно взять машину не в лизинговой компании в рассрочку, а договориться с продавцом машины, что вы будете расплачиваться за нее частями. А теперь давайте рассмотрим все формальные финансовые услуги и их неформальные аналоги. Эта таблица доступна в моем телеграм-канале по QR-коду или ссылке в описании. Думаю, тема ломбардов требует отдельного пояснения. Дело в том, что ломбарды относятся как к поставщикам формальных финансовых услуг, так и неформальных услуг. С одной стороны, ломбарды регистрируются, и государство в курсе, какие ломбарды есть, как они называются, где работают. С другой стороны, государство не осуществляет надзор за их деятельностью, не вмешивается в установку процентных ставок, а ставки у них очень высокие, сроки маленькие, залог они оценивают очень дешево, и нету достаточной прозрачности в их методах возврата кредитов. Поэтому брать кредиты в ломбарде рискованно, и я вам советую по возможности избегать этого. Бывают ситуации, когда нужную вам задачу легче решить через неформальные каналы, но так как они не регулируются государственными структурами, всегда высок риск мошенничества или невыполнения обязательств. Поэтому я лично всегда, когда это возможно, рекомендую пользоваться исключительно проверенными и работающими в рамках закона организациями. Вопрос на засыпку. А как определить, является ли поставщик финансовых услуг формальным или неформальным? Во-первых, у такой организации должно быть разрешение от государственных органов. Для поставщиков финансовых услуг в Кыргызстане такие разрешения дает Национальный банк. В Европе, России, Казахстане, Узбекистане аналогом нашего Национального банка являются центральные банки, а в США – Федеральная резервная система. Почему это важно знать? Чтобы проверять, есть ли у поставщика финансовых услуг действующая лицензия от регулятора. Это позволит вам избежать проблем с мошенниками, которые выдают себя за банк или лизинговую компанию или жилищный кооператив, и потерять свои деньги. Также бывают случаи, когда организация в прошлом регулировалась, а сейчас ее лицензия приостановлена со стороны Нацбанка, Центробанка, ФРС. Тогда вы рискуете столкнуться с проблемами. При этом лицензию надо проверять на сайтах регулятора, а не только у самой организации, которая заявляет о себе как о надежном поставщике финансовых услуг. А что скажет наш эксперт по финансам? Да, еще надо обращать внимание на то, имеет ли поставщик услуг лицензию на оказание той услуги, которую предлагает. Например, строительная компания может иметь лицензию на строительство жилья, но не на привлечение вкладов для приобретения жилья, построенного этой компанией. Доверяя свои деньги таким компаниям, вы рискуете и деньги потерять, и жилье не получить. К сожалению, рекламой этого занимается сейчас одна известная строительная компания. Другая возможная проблема – это когда компания вам показывает свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции и на этой основе предлагает вам войти, например, в жилищный кооператив. Важно понимать, что у разных государственных учреждений разные функции. И если какая-то организация предлагает вам такие услуги, связанные с деньгами, то у нее обязательно должна быть лицензия и от Нацбанка. В
Кыргызстане несколько лет назад проблема с жилищными кооперативами была вызвана именно этой проблемой. Организаторы жилищных кооперативов не смогли вернуть деньги своим пайщикам, потому что не имели резервов, как того требует любая деятельность с деньгами населения. Из-за того, что у них не было резервов, Нацбанк и не давал им лицензии. А люди несли свои деньги, несмотря на сообщения от Нацбанка и от специалистов, предупреждающих о рисках. Как выбрать организацию, мы разобрались. А как выбирать подходящие финансовые услуги? На что смотреть? Важно помнить, что поставщики финансовых услуг должны зарабатывать на своих услугах. И это нормально. Без интереса не было бы и нужных нам услуг. Вознаграждение для поставщиков – это проценты, которые мы платим за кредиты, комиссия, которую мы платим за денежные переводы и так далее. Вопреки заблуждению, поставщики исламских финансовых услуг тоже берут вознаграждение за свои услуги. Вернемся к тому, что я рассказывала в начале этого видео. У каждой финансовой услуги есть свои параметры, как и у других услуг и товаров. Например, когда мы выбираем одежду, мы смотрим на размер, на ткань, из которой она сшита. Потом мы сравниваем эти параметры одежды с целью, для которой мы ее покупаем. Ведь параметры зимней и верхней одежды для взрослого значительно отличаются от требований к нательной одежде для новорожденного ребенка. Такое сравнение параметров надо проводить и перед приобретением той или иной финансовой услуги. Поэтому перед тем, как выбрать ту или иную финансовую услугу, сравните такие параметры. Сумма. Брать больше, чем нужно, значит создать проблемы с возвратом. Взять меньше, чем нужно, значит рисковать не достичь цели, для которой вы берете, например, кредит. Процентная ставка. Чем ниже, тем лучше по кредиту, чем выше, тем лучше по депозиту. Срок. То, на сколько месяцев или лет вы берете кредит или вкладываете свои сбережения в банковский вклад, должно соответствовать вашим финансовым целям. Несоответствие сроков может помешать вам достичь своих целей. Комиссии и штрафы. Чем ниже, тем лучше. Также внимательно читайте мелкий шрифт. Требования к документам. Можете ли вы предоставить документы, например, подтверждающие ваш доход, а в миграции еще и доказывающие законность вашего пребывания в этой стране. Возможность досрочного расторжения договора. То есть на каких условиях можно досрочно вернуть кредит или снять депозит, так как это тоже штрафуется, есть антибонусы. Валюта. Кредит надо брать в той валюте, в которой вы получаете доход. То есть нельзя брать кредиты в долларах, если вы получаете зарплату в сомах или рублях. И специально для вас я сравнила две самые популярные среди мигрантов площадки по краткосрочным кредитам. Обратите внимание, что я сравниваю только те параметры кредитов, которые отличаются у банков и микрокредитных компаний. Ее вы также можете скачать по ссылкам в описании в моем телеграм-канале. Как вы могли заметить, есть огромная разница в процентных ставках. Чтобы проверить эту информацию, я даже скачала шаблоны кредитных договоров и глазам своим не могла поверить. Повторные поиски в сети убедили меня в том, что ставки на кредиты в сотни и тысячи процентов в год существуют. С тяжелым сердцем я написала своей кузине Джамиле, находящейся сейчас в трудовой миграции, и она подтвердила, что да, мигранты берут кредиты под такие ужасные ставки. И немало людей даже попали в тюрьму, так как их обвинили в мошенничестве, и они не смогли вернуть, эти заемщики не могли вернуть деньги вовремя. Да, граждане Кыргызстана, работающие здесь, могут брать кредиты. Многие действительно берут, но я лично никогда не брала и не собираюсь. Это очень опасно. Проценты слишком высокие, а штрафы за просрочку растут очень быстро, из-за чего потом трудно погасить долг. Раньше некоторые брали кредиты и не возвращали. Сейчас за это могут задержать при пересечении границы и посадить как мошенников. Многих уже посадили. Люди не понимают, на что себя обрекают, когда берут кредиты с такими бешеными процентами. Конечно, если сумма небольшая и требуется лишь на несколько дней, такие кредиты лучше, чем ничего. И то, что такие, пусть и дорогостоящие кредиты дают шанс людям с плохой кредитной историей,
это тоже выход для кого-то. Я обращаюсь к соотечественникам, которые, возможно, нуждаются в кредитах и не имеют возможности получить их на более приемлемых условиях. Если вы вынуждены так поступать, пожалуйста, запланируйте, как сделать так, чтобы это не повторялось. А то, что приходит мне на ум после этого анализа, это то, какую большую разницу приходится платить за то, что вовремя не позаботился о своей кредитной истории и не отложил деньги про запас на непредвиденный случай. Вот еще аргумент в пользу крайней важности планирования и наличия сбережений. Не забывайте о важности кредитной истории. Хорошая кредитная история позволяет нам иметь доступ к формальным финансовым услугам, где процентные ставки на кредиты ниже, сроки дольше, к залогу более мягкий подход. Чтобы иметь и поддерживать хорошую кредитную историю, надо своевременно погашать кредит. Даже просрочка в несколько дней может повлиять на ухудшение кредитной истории. Нередко такие просрочки случаются просто из-за того, что заемщик забыл о дате, когда надо внести очередной платеж. Чтобы такого не случилось, советую установить напоминания в телефоне или использовать другие способы не забыть о платеже. Теперь поговорим о стоимости другой финансовой услуги – денежных переводах. Первое – банковские переводы. Отправка средств с одного банковского счета на другой. При таком варианте счет в банке должен быть и у вас, и у тех, кто получает ваш перевод. Второе – переводы с карты на карту. Для этого достаточно знать номер карты получателя. Такие переводы можно сделать через банкомат, мобильное приложение или интернет-банкинг. В одних странах эта опция доступна только если есть и счет в банке, к которой привязана карта. В других странах кредитные карты можно открывать и не имея счета в банке. Третье. Электронные кошельки. Завести кошелек можно дистанционно, бесплатно и без открытия банковского счета. Переводы доходят мгновенно. Перед использованием кошельков убедитесь, что ваш электронный кошелек поддерживает международные платежи. Четвертое. Банковские мобильные приложения. Сейчас очень развиты мобильные приложения банков и финтех-компаний. Такие сервисы дают возможность переводить средства между кошельками, по номеру телефона, а также по номеру счета или карты. При этом такие приложения можно открывать и дистанционно. Пятое. Система денежных переводов. Сервисы, такие как Western Union или Золотая Корона, позволяют отправлять деньги без открытия счета. Вы приходите в офис, заполняете заявку, передаете деньги и получаете код для передачи получателю. Существуют и другие способы передачи денег, но не через формальные организации, а через налаженные неформальные контакты. Так, например, это может быть группа людей, которые у вас примут наличку или перевод за границей, звонят в Кыргызстан, и уже здесь вашим родным выдается наличка. Однако я бы хотела особо отметить, что такие схемы, несмотря на то, что выглядят удобными, несут с собой множество рисков и минусов. Почему неофициальным или неформальным финансовым услугам не всегда можно доверять? Иногда кажется проще договориться со знакомым, который переведет деньги. Но это риск. Во-первых, нет гарантий, деньги могут и не дойти до вашей семьи на родине. Во-вторых, прыгающая курсовая разница. Если вам нужно перевести рубли, евро, доллары, и чтобы ваши родные получили сумму в Кыргызстане, часто такие знакомые устанавливают курс по своему настроению. Он постоянно прыгает, и вы теряете дополнительные деньги. В-третьих, отсутствие письменного договора. Вы не сможете защитить свои права потребителя, обратившись с жалобой к регулятору или в суд. При возникновении проблемы с официальными поставщиками финансовых услуг вы можете обратиться в отдел защиты прав потребителей государственного регулятора, то есть государственного органа, который осуществляет надзор за деятельностью данного поставщика финансовых услуг, или в правоохранительные органы и далее в суд. Обычно неформальными услугами пользуются люди, которые не хотят изучать, как работают формальные переводы, или, возможно, только недавно перебрались в новую страну для работы. Далее сфокусируемся на формальных каналах перевода денег.
При выборе способа перевода денег обратите внимание на следующие моменты. Удобство для получателя. Узнайте, какие офисы или пункты выдачи доступны там, где живет ваша семья. Сумма перевода. Уточните, есть ли ограничения на размер одного перевода или общую сумму за день или месяц. Сроки перевода. Если деньги нужны срочно, выбирайте способ с минимальным временем зачисления. Комиссия. Учтите, что быстрые переводы могут иметь более высокий тариф. Обязательно проверьте, имеет ли организация официальное разрешение на деятельность по переводам средств. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих способов. Перевод со счета в банке – самый надежный и безопасный способ. Однако он требует наличия банковского счета и времени на совершение транзакций. Усредненные тарифы по международным денежным переводам с открытием счета в зависимости от валюты составляют около 0,2%. Перевод через электронный кошелек или с карты на карту. Он удобен для активных пользователей интернета, но этот способ доступен не во всех странах. Перевод с помощью систем денежных переводов имеет такой плюс, как отсутствие необходимости иметь счет в банке. Но там комиссия часто оказывается выше, чем другие способы. Усредненные тарифы по международным системам денежных переводов без открытия счета в зависимости от валюты составляют около 2%, то есть в 10 раз больше. С нами сейчас на связь выйдет Акыл, который работает в Европе уже 1,5 года водителем трака, грузовика. Я с ним уже связывалась и вкратце обсуждала вопросы управления финансами в трудовой миграции. И сейчас попрошу его дать более подробные ответы. Здравствуйте, Бажар. Да, я отправляю деньги домой через счет в Европейском банке и мобильное приложение для онлайн-перевода. Мой работодатель запросил банковский реквизит для перевода зарплаты, и я открыл счет в банке в одной из стран Европы. Перед тем, как открыть счет в банке, я узнал, какие карты выдают банки. Большинство банков выдают карты MasterCard. Банк, который я выбрал, они выдают карту Visa. После поступления зарплаты на карту-счет в банке я отправляю деньги дальше, так как с этого счета я напрямую не могу отправить домой. Нам посоветовали здесь несколько приложений от онлайн-сервисов. Я скачал их несколько, на выходных покупался в них, изучил и выбрал для себя более простой и понятный. Есть второй вариант. Мои коллеги, водители, которые водят траки по всей Европе, отправляют деньги домой. Они входят в чаты в WhatsApp, где есть люди, через которых можно отправить деньги. То есть они отправляют деньги частным людям из этих чатов, а те через других людей отдают деньги семьям. Иногда они получают в сомах наличными. Такие частные люди могут перевести на кыргызстанское мобильное приложение банковское, чтобы получатели могли снять в сомах. Среди таких частных лиц немало мошенников. Но есть и частные среди них, но это же люди, с ними может всякое случиться. Могут заболеть, попасть в аварию, где потом деньги искать. Люди выбирают это, потому что меньше комиссия, считают, что так дешевле, но есть высокие риски, есть скрытые комиссии, есть риск потерять всю сумму перевода. Поэтому я не пользуюсь такими. Эта история показывает, что правильный выбор финансовых услуг – это не просто теория, это ваша защита от потерь, обмана и серьезных проблем. Или можно посмотреть с другой стороны. Знание финансовых услуг и умение с ними работать – это ваш способ приумножить и укрепить свое благополучие. Какие выводы мы можем сделать? Если деньги нужно перевести быстро, используйте систему мгновенных переводов, но комиссия будет больше, чем через банковские счета. Поэтому, если вам нужно отправить разовую небольшую сумму, то можно использовать и моментальные переводы. Но для крупных сумм и регулярных переводов лучше подойдут банковские переводы с открытием счета. Как уточнять условия финансовых услуг с поставщиком? Не бойтесь спрашивать и обсуждать условия. Вы имеете право знать,
сколько в итоге вы заплатите банку или другому поставщику финансовой услуги, ломбарду, страховой компании, лизинговой компании, кредитному союзу и так далее. Какова полная стоимость этой услуги для вас, включая услуги, оплату за которые поставщик финансовых услуг не сам получает, но от вас требует. Например, услуги нотариуса за заверение каких-то документов. Что будет, если вы не сможете вовремя вернуть кредит? Можно ли досрочно погасить кредит или досрочно снять вклад, и есть ли за это какие-то штрафы? Можно ли сменить тариф или услугу уже после подписания договора и какие действия для этого нужно предпринять? Какой государственный орган регулирует деятельность данного поставщика финансовых услуг? Где можно проверить действительность лицензии поставщика? Куда можно пожаловаться на данного поставщика в случае недовольства его действиями внутри организации, то есть контакты начальства вашего куратора внутри банка, куда вы обратились. И далее, вне организации, например, отдел защиты прав потребителей, например, у регулятора. Вот пример, как я общалась с банком. Здравствуйте, Азата, чем я могу вам помочь? Здравствуйте. А сколько стоит открыть счет в вашем банке, расчетный счет для физлица? В какой валюте? В сомах. Это вы можете приложение открыть. Открытие счета будет 100 сомов. Если будете открывать в отделении банка, 200. Обслуживание счета бесплатно, да? Да, супер. А еще вопрос можно? Вот у меня дочка студентка сейчас в Корее. Если я буду ей отправлять еженедельно деньги, переводы, какая у меня комиссия будет? Виза на визу хотите отправить или как? SWIFT-перевод. То есть можно SWIFT перевод и с карты на карту, да? Да, по номеру карты вы можете, это моментально будет. Комиссию будет оплачивать тот, кто получает. А когда вы отправляете SWIFT-переводом, это наступает в течение 5 или 5 рабочих дней, комиссию со стороны отправителя будет. А сколько будет? Это получается 1% от суммы. 1%. А вот с карты на карту я буду переводить, то сколько платит комиссию получатель? Это получается 0,5% от суммы. Это моментально будет поступать. А для SWIFT перевода нужно, чтобы у дочки тоже был счет, да? Для SWIFT перевода необходимо поделиться с реквизитами. Ага. И можно получать. Спасибо большое. А еще вопрос. У вас есть исламские кредиты? Вот по шариату. Я сейчас уточню информацию насчет этого. Можете на линии минуты ожидать? Хорошо, жду. Благодарю за ожидание. Сейчас на данный момент нету исламский кредит, но разрабатывается. Понятно. Спасибо большое. Доброе утро, Фомат Сосенко, банк Джинара. Здравствуйте. Я хотела открыть у вас счет, расчетный счет. Сколько будет стоить обслуживание годовое? Я вам подскажу. Вы являетесь резидентом, верно? Да. Минуту. Спасибо за ожидание. Открытие счета для резидентов у нас бесплатно. Ага. Также взимается комиссия за содержание счета. Ага. Ежемесячно это составляет 50 сом. 50 сом. О, спасибо большое. Еще вопрос. Вот у меня дочка в России, она собирается еженедельно отправлять мне деньги. А сколько примерно это будет стоить? Как нам будет дешевле счет открыть или через систему денежных переводов? Что посоветуете? Будет отправлять вам, верно? Или вы будете отправлять? Нет, мне будет отправлять из России. Тогда необходимо по комиссиям уточнить у банка-отправителя, какие у них там комиссии. Понятно. И еще третий вопрос. Вот у вас есть исламские кредиты? К сожалению, не предусмотрены. Никаких таких услуг нету, да? Да, к сожалению, не предусмотрены. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. А если я хочу, чтобы можно было получать рубли? Вам могут отправить SWIFT-перевод именно на счет. Да, и вот такой счет сколько будет стоить? Нужно уточнить у банка-отправителя, потому что отправляется уже другого банка. Значит, открывается счет бесплатно, а обслуживание? Есть ежемесячная комиссия за обслуживание, за содержание счета, точнее. Ага. Далее, если вы будете получать с России, да, как я поняла? Да. Рублей, то наличие у нее составляет, минуту я вам скажу, 0,10. 0,10%, да? 0,10. Так, значит, обслуживание 50 сом и обналичивание рублей 0,10%, да? Да. Понятно. А исламские кредиты у вас есть? Нет, не предусмотрено. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Еще вопросы будут у вас? Нет, спасибо. Всего доброго.
До свидания. Как видите, задавать вопросы не страшно. Полезно для ваших финансов и, самое главное, отвечать на вопросы – обязанность каждого банка. Мой совет – заранее составьте список вопросов, особенно если вы говорите не на родном языке. Это придаст вам уверенности. Некоторые мигранты считают для себя важным использовать только те финансовые услуги, которые соответствуют принципам шариата, то есть исламскими финансами. Если вкратце, то основное отличие исламских финансовых продуктов от традиционных такие. Первое. Разделение рисков между банком и клиентом. То есть банк не получает вознаграждение автоматически, вне зависимости от результатов деятельности клиента. Второе. Связь только с реальной экономикой. Запрет на финансирование спекулятивных операций ценными бумагами, деривативами. Третье. Соответствие шариату. Запрет на финансирование запрещенных отраслей, производство и продажа алкоголя, игорный бизнес и так далее. Такие мигранты могут пользоваться финансовыми услугами поставщиков с лицензией на исламские финансовые продукты, как в Кыргызстане, например, открыв или пополняя исламский депозит дистанционно или в стране миграции. Например, в России есть ряд банков, которые предлагают халяльные банковские услуги в соответствии с шариатом. В странах ЕС и Великобритании, а также США исламские финансовые услуги тоже можно получить. В моем телеграм-канале я дала список соответствующих финансовых институтов в Кыргызстане и в России. Переходите, подписывайтесь на мой канал через QR или ссылку в описании к видео. Давайте подведем итоги нашего разговора. Сравнивайте перед выбором. Используйте сайты-агрегаторы, например, Акчабар.kg в Кыргызстане, Сравни.ru в России, Bankrate.com в США, CompareTheMarket.com в Великобритании. Читайте отзывы и рейтинги, но не доверяйте им слепо. Настраивайте напоминания в приложении, так вы не пропустите платеж. Пользуйтесь услугами на своем языке, если есть такая возможность. Учитесь, потому что знание – это защита от обмана. Напоминаю, что вы можете получить все ссылки на полезные материалы в моем телеграм-канале. Переходите по QR-коду или ссылке в описании к этому видео. Не дайте деньгам управлять вами. Научитесь управлять деньгами сами. Выбирайте с умом, сравнивайте, сохраняйте документы, используйте законные и безопасные сервисы. Если видео было полезным, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно поделитесь с друзьями и родственниками. Ваш репост может помочь кому-то избежать финансовых ошибок. Следующая тема – какие налоги нужно платить за рубежом и на родине. До встречи в следующем выпуске. Берегите себя.